Здравствуйте, на ТНВ «Время новостей Татарстана». О событиях дня расскажем прямо сейчас в студии Лена Зинатуллина. Грандиозное событие прошло сегодня в Москве на ВДНХ. На главной выставочной площадке страны спортивным шоу ознаменовали 100 дней до старта игр будущего в Казани. Уже сейчас на соревнования заявились представители более чем 100 государств. К участникам и гостям обратился Владимир Путин, пригласив всех посетить Казань. Символ грядущего киберспортивного праздника – жар-птица мира. Сегодня же показали и талисманы игр. Репортаж Дины Гзалиевой. Мира. Современная жар-птица. Талисман и проводник в будущее спорта. Вот она и показалась миру. Жар-птица, которая сама носит такое же имя – Мира, стала символом предстоящих первых в мировой истории игр будущего. Торжественная презентация символа прошла сегодня в Москве. И что особенно приятно, авторами его стали татарстанские студентки. Кому же, как не талантливым и юным, знать, каким должен быть символ уникального спортивного состязания? Жар-птица, представляемая в виде талисмана, это прообраз космического светила. В свою очередь, одним из древнейших космических светил является звезда по имени Мира. Ее возраст около 6 миллиардов лет. Впервые в истории. 100 дней до старта первых в мировой истории игр будущего, где классические виды спорта будут существовать на стыке с киберспортом. Реальность и виртуальность в одном флаконе. Именно таким, по мнению идейных вдохновителей суперигр, и должен быть гармоничный человек будущего. Владимир Путин, обращаясь к гостям мероприятия и ко всем реальным и потенциальным участникам игр, об этом сказал особо. Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытый всему новому, нацеленный идти вперед и при этом способный гармонично соединять самобытное наследие и современность. Участники и гости игр будущего смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань. В город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры. Наши герои. Сегодня же были представлены талисманы грядущих игр, и они тоже пронизаны особыми смыслами. Судите сами, это проводники, персонажи талисманы, маскоты, 5 героев вселенной Фиджитал. Тактика. Отчаянный искатель приключений. После встречи с Мирой он получил дар – тактическое мышление. У каждого своя история и свой вызов. Уникальность соревнований подчеркивается не только этим. Трофей игр будущего тоже особенный, и он также был представлен сегодня. 5 прочных пластин, соединенных воедино. Встречайте, главный трофей игры будущего. Сегодня своими эмоциями от увиденного делились известные российские спортсмены. Это будет привлекать огромное количество молодежи в первую очередь. Это что-то новое, опять же. Там будут и хоккейные соревнования, которые я видел, что ребята уже готовятся, играют и 3 на 3, и медиа-хоккеем занимаются, и киберспортсмены, поэтому обязательно приедем, поддержим. Интерес к предстоящим играм действительно большой, ведь в таком формате подобные соревнования пройдут впервые. Певец Егор Крид, признавшись в своей любви к компьютерным играм как амбассадор мероприятия, поделился своим мнением о нужности игр будущего. Круто, что спорт и киберспорт наконец-таки вместе, и люди поймут, что киберспорт – это не просто какие-то игрушки для деток. На сегодня к проведению игр все готово, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Прошли 10 тестовых соревнований. Более 100 стран. Конечно, весь мир впервые приедет и попробует эти новые дисциплины, которые ранее не были доступны человечеству в таком формате. Но самое главное, там родятся новые ролевые модели, новые герои. И нам очень хочется, чтобы среди первых победителей, конечно, были наши команды. Счет пошел на дни. И совсем скоро настанет момент, когда в Казани вновь приедут тысячи гостей и спортсменов со всего мира. И до встречи в Казани. Дина Гзалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, Марат Закиров, ТНВ, Москва.
Госдума сегодня приняла обращение к правительству страны и Генеральной прокуратуре в связи с обмелением рек Волга и Дон. Эту тему снова рассмотрели на пленарном заседании. Кабмину рекомендуют создать правительственную комиссию. Она должна заняться вопросами перераспределения водоотдачи Волжско-Камского каскада, адаптации водозаборов к условиям маловодья, реконструкции и строительством гидротехнических сооружений. Прокуратуру просят проверить законность размещения объектов капитального строительства в границах береговых полос, а также дать оценку работе местных властей по обеспечению населения водой. Как отметил Вячеслав Володин, неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе. Сейчас ситуация такова, что для ряда регионов обмеление Волги – мощный удар по экономике. В низовьях реки под угрозой продовольственная безопасность, в Татарстане под вопросом речные и грузовые перевозки. Наша съемочная группа сейчас находится в Астрахани и воочию убедилась, насколько обмеление влияет на экосистему и уровень жизни. Мы уже на протяжении года говорим об обмелении Волги в Татарстане, однако уровень воды понизился во многих регионах страны. Сейчас мы находимся в Астраханской области, и здесь об обмелении можно судить даже по опорным столбам этих мостов. По словам местных жителей, еще пару лет назад в этом месте вода была выше на 2 метра. В результате берега начали зарастать густыми камышами, а посреди воды появились небольшие острова. Обмеление затронуло не только Волгу, но и большую часть местных рек и каналов, впадающих в нее. Поэтому теперь астраханцы наблюдают то, что раньше было под водой. Трубы, мусор, остатки кораблей. Снижение уровня воды привело к массовой гибели рыб и нанесло серьезный удар по экономике области. Это река Царев. Когда-то, где мы идем, вот в этом месте, около этого пирса, стояли корабли. Около 15 лет назад, в тот момент, когда была многоводна река Волга. Причины обмеления рек нужно рассматривать в комплексе, говорят специалисты Астраханского заповедника. Во-первых, погодные условия. Летом в Поволжье было мало дождей. Чтобы Волга пополнялась, река должна питаться регулярно. Во-вторых, местные экологи отмечают нехватку притока воды с верховья Волги. Астрахань – рыбный регион, поэтому по правилам эксплуатации каскада в неблагоприятных условиях соседние водохранилища должны сбрасывать сюда воду, в том числе Куйбышевское водохранилище. Каждый год у нас немного больше воды остается в водохранилище в Куйбышевском, чем могло бы оставаться. Понятно, что хочется, чтобы была комфортная картинка, чтобы суда проезжали везде и лодки, где хотелось бы. Но разница такая, что где-то комфортный подъезд и красивая картинка из окна, а где-то гибель рыбного поголовья на годы и на десятилетия вперед. И где-то комфорт, а где-то возможность работы экономики и, скажем так, пропитания населения. Потому что в Астрахани большая часть населения питается той рыбой, которую они поймали. Понятно, что ситуация близка к катастрофе во всей Волге. Если в Астрахани это удар по экономике, с точки зрения рыболовства и туризма, то для Татарстана вопрос навигации, грузоперевозок, развития того же туризма и рыболовства, пусть и в меньших масштабах. Понятно, что каждый защищает интересы своих регионов. И то, что этот вопрос обсуждают уже 3-ю неделю в Госдуме, говорит о том, что баланс так и не могут найти. Рузаль Шарипов, Андрей Ключников, ТНВ, Астрахань. Сегодня в Казани прошло пленарное заседание Всероссийского форума учителей татарского языка «Тугантель». Мероприятие проходит впервые. О его значимости говорит участие почти 800 делегатов со всех регионов страны и раиса республики. Он подчеркнул, важное место в сохранении родного языка занимает учитель. Именно от них сегодня услышали главные проблемы в преподавании и воспитании. Как справляются с новыми вызовами, Рамиль Шайдуллин. Язык Тукая сегодня словно сила, объединяющая всю страну. На нем говорят от Камчатки до Калининграда, благодаря учителям татарского языка, делегатам первого Всероссийского форума «Тугантель». На родном всем языке их приветствует Рустам Миниханов. Bu iş bek zor ilişkinizni sezamiz ham sizga
В зале представители 30 регионов России, 8 районов Татарстана и даже из-за рубежа ученые и методисты, филологи, учителя, все, кто посвятил всего себя сохранению языка, порой ради этого даже изменив всю свою жизнь. Учитель татарского из Новосибирска Мадарис Абакиров по образованию учитель немецкого языка. Стажировался в Германии и многие годы преподавал. Сейчас активно занимается общественной деятельностью по сохранению родного языка, ходит в мечеть и обучает молодежь. Оказалось, у татарского и немецкого много общего. Например, есть такое сходство, что глагол в немецком предложении стоит в конце, так же, как и в татарском языке. Не менее уникальная история учителя татарского языка и литературы из Саратова Розы Ибрагимовой. Она экономист по образованию. 10 лет отработала по специальности. Но в один момент, пройдя переподготовку в Казани, решила обучать языку тукая в одной из татарских гимназий. Я с детства люблю татарский язык, татарскую культуру. И поэтому решила получить вот так вот второе образование. Отдельного внимания заслуживает и история Гамзе Нурналбанд. Девушка родилась и выросла в Турции, но однажды, услышав татарскую народную песню, влюбилась в язык и решила изучить его самостоятельно. Спустя 4 года на татарском она говорит и пишет, как на родном турецком, а теперь еще и преподает. Потому что татарский язык очень красивый язык, и очень много древних слов есть на татарском языке, поэтому мне очень нравится. Однако только любви к родному языку недостаточно, говорят уже с трибуны. Ильсур Мансуров заведует кафедрой татарской и чувашской филологии Уфимского университета науки. В 90-е здесь выпускали учителей татарского языка, которые до сих пор работают по всей России. Сейчас студентов намного меньше. Молодые люди просто не могут поступить. С будущих учителей татарского языка требуют экзамены на русском. Дело в том, что выбирать надо обществоведение, а наш контингент деревенский, у них вот по предмету обществознания много учеников, которые низкий порог, и, соответственно, они уже не могут подать документы. За весомый вклад в развитие и сохранение татарского сегодня вручили государственные награды. Из рук Рустама Минниханова их получили преподаватели и филологи. Безнең телебез безгә кирәк. Анда кемгәдер кирәк дип уйлыйсы юк. Менә үзебездән башларга кирәк. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп. Мында укытучының роле бик зур. Укытучысыз булмый. Всероссийский форум проводится в первый раз. Его девизом стали слова «воспитание, знание, язык». Как отметили сегодня, в планах сделать такие встречи регулярными. Рамиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Перед началом заседания Рустам Минниханов ознакомился с выставкой в рамках форума учителей. Здесь представили книги для детей, татарские газеты и журналы, методические разработки. Часть из них создана для школ из регионов России, где изучают родной татарский. Презентовали Рустаму Минниханову и медиапроекты национального холдинга ТНВ. 26 регионов у нас отправились вот такие комплекты таблиц, их 50 штук. Все про существительные, части предложений и междометия, набор таблиц, учебно-наглядное пособие для школьных кабинетов. С таким интерактивным дополнением обучение еще эффективнее, говорят и ее составители, и сами учителя. Рустаму Минниханову рассказывают, 500 комплектов уже доставили в школы регионов страны, где изучают татарский язык. Готовая информация, которую они могли в красочном виде предоставить детям. В этих таблицах содержатся все темы, которые дети проходят, ученики проходят в школе с 1 по 11 класс. У стенда татарского книжного издательства «Ажиотаж». Учителя из российских регионов разбирают учебники и литературу для детей. В этом году выпустили учебные плакаты. Тираж 40 тысяч экземпляров. На них портреты известных деятелей и достопримечательностей Татарстана. Это было поручение Рустама Минниханова. В прошлом году на встрече с учителями прозвучало предложение о том, что за пределами Татарстана в школах очень мало плакатов и репродукций, которые бы показывали, что происходит в Татарстане. Знаменитые места, знакомые картины. И вот на сегодняшний день эта работа уже проведена. Поручение нашего Раиса
Институт развития образования республики делится с учителями методическими пособиями. Это и составление структуры уроков по родному языку, и учебно-методический комплекс «Селем». Это современный учебник татарского языка нового поколения. Его особенность – обучение живой разговорной речи. Этими УМК интересуются не только учителя Республики Татарстан. 6 регионов Российской Федерации перешли на УМК «Селем» на сегодняшний день. И вот мы представляем эти новшества. Им это все интересно, потому что с регионами мы ведем очень активную работу. Это в виде и повышения квалификации. Учителя находят здесь то, что смогут применять на уроках. Даже на обложках книг написано на татарском языке ни раскраска абуягаш, ни кроссворда, ни головоломки эбашуаткаш. Вот давно мы искали такие пособия. Здесь очень много наглядных пособий, которые можно использовать и на уроках, и в внеурочной деятельности. Они очень яркие, они объемные, информационные и современные. Рустам Миниханов осмотрел и макет кабинета татарского языка и литературы. Парты, интерактивная доска, плакаты с татарскими поэтами и писателями. Все это оборудовали прямо в холле Корстона. На всероссийском форуме «Тугантель. Родной язык» Рустаму Миниханову рассказали также о медиапроектах по сохранению родных языков национального холдинга ТНВ. Так, татарский музыкальный телеканал «Майдан» снимает клипы как художественные, так и сценические. Как звучит программа «Миллеттен Безякляра». Народные узоры радиоведущие Болгар Радиуса показали прямо на выставке. Большинство проектов реализованы при поддержке комиссии по родным языкам. Кинокомпания «Ватан. 21 век» представила отрывок из сериала «Жиды Юл Шатанда» на перекрестке 7 дорог, который уже в декабре выйдет в эфир на ТНВ. До этого телезрители уже полюбили сериалы «Берберхель» и «Алмаш». Это говорит о развитии национального телевизионного кинематографа, востребованного во всех регионах России. Шаян ТВ показал музыкальные проекты на родном языке. Юные телеведущие рассказали Рустаму Миниханову о фестивалях «Сейлен», «Балашахжира». Сейчас самые популярные «Шаян Саннар», «Шаян Эльфба» и «Кайрыклы Чершилар». Сам канал на днях отметил первый юбилей – 5 лет со дня вещания. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Роспотребнадзор будет подавать иски, птицефабрика писать отчеты, но запах останется. Страдающие от зловония жители поселков по соседству с птицефабриками под Казанью ищут выход, который устроит всех. Услышат ли их, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Татарстанцы уже оплатили половину имущественных налогов. До 1 декабря должны перечислить еще 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Это почти на полмиллиарда больше, чем в прошлом году. Средний платеж от 1200 до 5000 рублей. Что будет, если вовремя не расплатиться по счетам? Какие есть изменения в этом году и кто может рассчитывать на льготы? На вопросы ответил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин. Какие налоги должны заплатить татарстанцы до 1 декабря? Подходит к концу декларационной кампании по уплате имущественных налогов физических лиц. Мы разослали уведомления 2 238 000 наших граждан республики, которые обязаны платить имущественные налоги физического лица. Сумма, предстоящая к уплате, составляет 9 миллиардов 100 миллионов рублей с ростом по отношению к прошлому году на 500 миллионов. Какова ситуация в республике с налоговой задолженностью? На сегодняшний день задолженность по имущественным налогам составляет 1 миллиард 500 миллионов рублей. Значит, значительное снижение к началу текущего года. У нас было 2 миллиарда 800 миллионов и 1 миллиард 300 миллионов задолженности не дается. Как можно заплатить налог? Налоги оплатить можно в МФЦ. Значит, можно оплатить, не уходя из дома, через личный кабинет физического лица, через единый портал госуслуг. Значит, есть на специальном сервисе нашей службы уплата физическим лицом имущественных налогов. Какие изменения есть в этом году? Сегодня уплата проходит через единый налоговый счет Управления Федерального казначейства по Тульской области. Значит, попрошу наших граждан не беспокоиться. Это не говорит о том, что многие задают вопрос, у них нет имущества Тули, почему налог ходит туда. Централизованно налог на имущество, налог на транспорт и земельный налог будут зачислены
на территории, где находится этот объект налогообложения. Серьезные изменения по транспортному налогу есть. Сегодня отменены повышающие коэффициенты в отношении транспорта, стоимость которых составляет от 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Уплачивать налог нужно только тем, кто имеет транспортные средства более 10 миллионов рублей с повышающим коэффициентом в 3 раза. Что будет, если вовремя не заплатить налоги? Сначала вручаем требования налогоплательщику на уплату налога. После того, если по требованию налогоплательщик не уплатил, мы передаем материалы в суд. Мировой судья выносит приказ о исполнении данной уплаты налога. Мы передаем исполнительский лист на лицевые расчетные счета налогоплательщику для взыскания данного налога. Помимо того, если налог не будет уплачен, есть возможно серьезные ограничения. Это выезд за границу. Сегодня, к сожалению, порядка 12 тысяч наших граждан имеют ограничения на выезд. Кому положены льготы? По неимущественным налогам это пенсионеры, предпенсионный возраст, инвалиды всех групп, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы. Обычно такой перечень физических лиц, которые освобождаются от уплаты налогов, имущественных налогов. Проблемы предприятий ЖКХ при начислении жителям платежей за горячее водоснабжение обсудили сегодня на заседании Комитета Госсовета. По информации предприятий тепловых сетей, фактически расход тепловой энергии на нагрев кубометра холодной воды больше нормативного значения. Это фиксируется приборами учета в многоэтажках. Возникают так называемые коммерческие потери, и нередко это происходит по причинам, не зависящим от поставщика. Например, незаконная установка жильцами теплых полов от системы ГВС. В комитете подчеркнули, сейчас стоит задача не допустить роста платы за коммуналку, а также банкротства ресурсоснабжающих организаций. Первая позиция, что тепловые сети должны быть технически безупречны, без потерь, с учетом. И вот в этих нюансах мы уже начинаем погрешности финансовые искать. Суть проблемы. И она действительно очень сложная. И в квитанции у нас с вами тепло 60%. Нет более дорогой услуги. В селе Ямаш Альметьевского района открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО Алексею Камбарову. Памятный знак появился на фасаде школы, где он учился. После срочной службы в армии Алексей служил по контракту, затем вернулся в родное село. В сентябре прошлого года был мобилизован. Погиб от осколочного ранения в городе Кременная, недалеко от Луганска. Ему было 38 лет. Алексей Камбаров награжден орденом мужества посмертно. Наш земляк, наш ямашский парень. Чтобы мы не забывали таких людей, как у нас. Такие мужественные парни в нашей деревне есть, но я думаю, и будут. Сегодня в Казани стартовал всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по Татарстану. В соревнованиях участвуют 18 коллективов из регионов России и Таджикистана. В команды объединились полицейские и представители силовых структур. Турнир посвящен памяти Салиха Епеева, который четверть века возглавлял Республиканское динамовское физкультурно-спортивное общество. Его преемник Азгат Сафаров придумал ноу-хау для турнира этого года. Теперь он будет в двух возрастных группах – 45+, и 60+. Соревнования будут проходить до 17 ноября. Сказать, что кто выиграет, это практически невозможно. Где-то примерно 6 команд претендует на первое место. Наш председатель Азгат Сафаров, он предложил провести турнир 60+. Это спорт номер 1 для него, волейбол. Он любит этот вид спорта, поэтому это было его чисто предложение, и мы реализовали его. Мы не думали, что так много команд откликнется. Это уже больше 50 лет. Играю в волейбол. Так что это любимый вид спорта, который действительно и сплачивает, и организовывает. Спасибо организатору, что нас пригласили. Очень приятно, конечно, очень гостеприимная команда. Нам очень приятно, особенно как приезжаем сюда, вот как принимают нас, как встречают, как размещают. Это очень здорово, нам очень приятно, конечно. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бадрудиновым. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмисис, в студии Динар Бадруддинов. В Татарстане характер погоды в ближайшие сутки начнет меняться, температура понизится. Подробности через несколько секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов.
Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Сохранить тепло вашего сердца и бодрость духа в эти ноябрьские дни поможет Санчи. Благодаря богатому полезными веществами составу, Санчи дает энергию, нормализует сон, помогает при головных болях и хронической усталости. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Только 20 ноября в аптеках Фармленд скидка на Санчи 20%. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске и Кукмаре облачно. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем составит от 2 до 4 градусов тепла, ночью от 0 до 1 градуса выше нуля. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах преимущественно без осадков. Лишь локально пройдет небольшой снег. Днем будет плюс 3-4, ночью от 0 до плюс 1. В Аксубаево, Мамадыше и Чистополе облачно, местами дожди. Днем около 3, ночью около 1 градуса со знаком плюс. В набережных Челнах, Агрессе и Сарманово будет облачно. Пройдут дожди и мокрый снег. Днем 3-4 градуса, ночью от 0 до 1 градуса тепла. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево такая же картина. Ожидается пасмурная и дождливая погода. Местами снег, днем плюс 2-4, ночью от 0 до 1 градуса выше нуля. В туристических городах нашей республики, как и в других районах, пасмурно. Температура и здесь понижается. В Свияжске облачно, днем небольшой дождь, ночью снег. Температура днем плюс 4, ночью 1 градус со знаком плюс. В Болгаре осадков не прогнозируют. Днем 4 градуса, ночью 0 градусов. В Елабуге тоже без осадков, днем плюс 4 градуса, ночью плюс 1. Вамин – производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукция изготовлена из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин – натуральные и вкусные и полезные продукты в каждый дом. В столице Татарстана ожидается облачная погода, временами снег. В предстоящие сутки будет около 4 градусов тепла, ночью около 2 градусов тепла. Давление чуть ниже нормы, 747 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, около 3 метров в секунду. Влажность 82%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, в предстоящие дни температура продолжит понижаться. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи. Кеннерго Замышловался.